Азат Айдарович, добрый день. Доброе утро, Амиль. Как у вас дела? Все отлично, спасибо. Что делаете? Наслаждаюсь жизнью, работаю, постигаю неизведанное в Международной школе Казани. Вы учитель английского. Совершенно верно. Как вы стали учителем? Это очень хороший вопрос. На самом деле, я не хотел становиться учителем английского до определенного момента. Так скажем, жизнь меня связала с этой профессией. Дело в том, что я учился на переводчика до 2012 года. Я и думать не думал про такую профессию, как учитель, потому что я знал про проблемы, которые учителя имеют, зарплаты низкие, отношения детей, родителей и так далее. Все это я слышал и как бы не хотел. Но попав на проект, связанный с переводом, я проявил себя в лучшем свете, и меня пригласили попробовать преподавать в лингвистический центр. Так закрутилось все, так интересно стало, как-то моя харизма, мои навыки, так, получается, все поменяли в моей жизни, так скажем, поменяли мое мировоззрение, что я начал получать это удовольствие. И я видел глаза людей, которые горели радостью, и я понял, что, может быть, это мое призвание. А потом мне посчастливилось получить приглашение от уже моей бывшей коллеги Фатихи Ильгизовны в 19-ю гимназию. У нас был разговор с Артуром Каримовичем, я так очень хорошо помню. Мы начали вдруг внезапно говорить на английском. Может быть, это было испытание, может быть, это было просто как обыденность в этой школе, я до этого не знал. И, конечно же, меня сразу пригласили в кабинет к директору Ниязу Мансуровичу. Вот так все и получилось. Работа учителем в лингвистической школе и работа учителем в общеобразовательной школе, вот есть отличия? Да, разумеется, есть. Потому что в лингвистической школе, если вы, кто-нибудь из вас, например, ходил туда на дополнительные курсы, вы знаете, что там оценок нет. Единственная система мотивации – это ваши результаты в школе, которые уже основываются на тех знаниях, которые вы получили в этом лингвистическом центре. Поэтому уровень ответственности намного выше, и, соответственно, сложность работы как раз-таки взрастает многократно, когда дело касается оценок. Что такое хороший учитель? Хороший учитель, прежде всего, это инновационный учитель, который применяет новые технологии в преподавании, который постоянно на одной волне с учениками, строгий, в меру, но понимающий, справедливый. Как проходят ваши уроки? Мои уроки проходят по-разному, в зависимости от того, какой контент я хочу донести до умов своих учеников. Если мы берем обычный классический урок, конечно же, я так не преподаю. Я стараюсь все-таки заинтересовать учеников в начале урока. То есть по системе IB мы задаем какой-то вопрос, на который у них нет ответа. Пока. Ну или даже если есть, то он неполноценный. Но по мере урока, по мере того, как мы об этом все больше и больше говорим, конечно же, ответ образуется в более массивном виде. И в конце урока, или в конце второго, третьего урока, у ученика уже складывается какой-то образ. Я, наверное, больше делаю упор на проектную деятельность. То есть, объяснив какую-то тему, дав какую-то пищу для размышления, я разбиваю детей на пары, на группы, и они работают уже сами самостоятельно. Но к этому нужно прийти еще. То есть не с первого раза это получалось. Некоторые дети не хотят друг с другом работать, или некоторые дети, например, как-то начинают филонить. Например, один человек в группе работает больше, чем другие. То есть надо за этим постоянно следить. То есть моя роль не открыть что-то новое, потому что дети могут прочитать это в интернете, в книгах и так далее. Сейчас дети очень умные, на самом деле. Моя задача, получается, сделать так, чтобы они усвоили эту информацию намного быстрее и эффективнее. Как сильно отличается то, как вы преподавали в 19-й гимназии, и то, как вы преподаете здесь? Дело в том, что в 19-й гимназии я получил просто огромный пласт знаний в плане того, как нужно выстраивать урок, какие техники нужно применять. Те же самые сингапурские технологии. Они очень на меня повлияли, они очень меня воодушевили в одно время. Затем, поехав в Англию, мне там совсем другое, так скажем, показали, рассказали и объяснили, что вот так вот лучше делать, а так вот лучше не делать.
Попав сюда, я увидел, что учителя акцентрируют свое внимание больше на проектной деятельности. И вначале я, конечно, честно говоря, немножко скептически начал к этому относиться. Потому что, ну какая проектная деятельность? А как же объяснение темы? А как же практика? Как же выполнение упражнений? Все это есть. Но это в меньшей мере. Дело в том, что учителя от учеников по системе IB хотят в первую очередь того, чтобы ученики научились учиться, научились узнавать какую-то информацию самостоятельно. И мало того, что они это самостоятельно изучают, так они еще и делают это в группах. То есть, чтобы было интереснее, чтобы было эффективнее. И как раз-таки роль учителя в данный момент – это фасилитация этого процесса, то есть облегчение. Но, тем не менее, учитель еще и как ментор. Он смотрит на то, как ученики себя ведут в классе, на обстановку и так далее. Мои уроки – такой огромный микс, такая каша из всего того, что я когда-либо слышал, видел и чувствовал. Но я для себя сейчас больше выстраиваю именно проектную деятельность на своих уроках, потому что я считаю, что в этом действительно есть огромный потенциал. Когда мы встречались с Ниязом Мансуровичем, мы говорили о пространстве и о том, как оно влияет на процесс обучения. Вот вы на своих уроках, вообще вы только в классе занимаетесь или меняете локации? Честно говоря, я, как и многие, наверное, учителя, привык к своему классу, потому что там есть все необходимые материалы, все необходимые постеры, которые могут помочь тем или иным образом. Рассадка, которая мне больше по душе. Хотя периодически я все-таки детей вывожу из класса. Так как пространство в международной школе позволяет это сделать, мы меняем обстановку. И я уверен, что смена обстановки благоприятно влияет на восприятие того или иного предмета. Ну и это круто. Немножко размять мышцы, Да. не так ли? Потому что сидеть в одном положении, люди вон спят на уроках. Я не хочу, чтобы у меня ученики спали. Даже несмотря на то, что мы находимся в кабинете, все равно мы делаем какие-то упражнения. Они общаются между собой. Опять-таки тот же самый Сингапур. Ну да. Куда уж без него. Но у вас, я так понимаю, еще классы, они немного другие, не такие, как обычно. Да, классы, они в первую очередь рассчитаны на мобильность, потому что стулья и столы можно передвинуть очень легко. И, конечно же, они немножко просторнее. В некоторых кабинетах в 19-й гимназии было тесновато, когда учитель объясняет, можно сказать, впритык, и буквально в 50 сантиметрах уже начинается рассадка учеников. Ну, мы к этому привыкли, поэтому в этом ничего страшного не было. Но когда вот я оказался здесь, я понял, что тут можно и походить, и попрыгать, и потанцевать в кабинете даже. А вообще вот система IB, она возможна для обычных школ? Конечно, разумеется. Только при том условии, если сами учителя захотят по этой системе работать и хотя бы применять какие-то элементы IB. Ведь что такое IB? IB – это не преподавание по учебнику. Я понимаю, что учебник – это очень удобно. Я сам люблю учебник. Это действительно классифицирует всю информацию, которая есть у учителя. И там есть все готовые, удобные упражнения, особенно если есть teacher's book, да, так называемый. Но если мы отходим от учебника, многие учителя, в том числе и я, теряются. И действительно, вот развитие как бы не идет. То есть учитель становится человеком, который преподает тот же самый материал 5, 10, 15 лет. То есть он не развивается, он просто повторяет все то же самое, что он делает. IB-система – это как раз-таки связано с проектной деятельностью, как я уже говорил. И тем самым, давая разные темы своим ученикам, они сами тебя воодушевляют, они тебя информируют больше, чем ты, допустим, мог бы это сделать с помощью учебника. По своему роду деятельности я на самом деле еще прихожу в другие классы, помогая ученикам понимать информацию. То есть моя позиция не только преподавать грамматику и вокабуляр, а еще и как бы ассистировать ученикам. Вот на одном из уроков, это был урок обществознания, детям дали такое задание. По группам их разбили, и они должны были
снять репортаж, новостной репортаж о какой-то трагедии, связанной с природными катаклизмами. Значит, кому-то досталось землетрясение, кому-то досталось цунами, торнадо и так далее. И у детей разыгралось воображение, они сразу попросили, а можно нам зеленый фон? Мы такие, зачем вам? А мы хотим делать видео с неким задним фоном, с таким бэкграундом. Мы предоставили им зеленую скатерть, по-моему, взяли из столовой, что ли. Вот. Затем некоторые дети не умели пользоваться видеоредакторами. То есть мы с основным учителем показали несколько возможностей, как бесплатно можно, например, смонтировать видео. И дети научились. То есть они научились дополнительным двум навыкам. Это как вести себя на камеру и как монтировать видео. И затем мы смотрели все эти видеоролики, как у них все это получилось. Где-то коряво было, где-то было чересчур пафосно, да, я бы так сказал. Но было круто, действительно. То есть я смеялся от души. А как они смеялись, и вот этот смех, вот эта радость на глазах. Мне кажется, это действительно круто, когда учитель сможет и научить, и доставить удовольствие. Чем вы занимаетесь в свободное время? В свободное время я играю на гитаре. Это мой любимый инструмент. У меня их 3 штуки. Одну я привез из США, другая была куплена здесь, и третья была привезена из Англии. То есть вообще у меня была однажды такая мысль коллекционировать гитары. Я вдруг понял, что, наверное, моя жена этого не одобрит. Конечно же, я люблю читать. И читаю не только книги, но и разные статьи по разным темам. Например, мне нравятся технологические статьи, то есть все, что происходит в мире технологий, в мире телефонов, компьютеров и так далее. Люблю читать про политику. Причем читаю не только один ресурс, а разные, чтобы сравнить. И потом делаю определенный вывод. Критическое мышление. Да, и иногда я люблю играть в компьютерные игры. И если я играю в компьютерные игры, то я играю их исключительно на английском языке. То есть совмещаю приятное с полезным. Это хороший способ выучить язык. Разумеется. Вот вы сказали про то, что вы читаете книги, политику. Вот с кем бы из известных, или не обязательно известных личностей, вы бы хотели встретиться и поговорить? Хороший вопрос. Привет, кстати, Дмитрию Сергеевичу. Я бы, наверное, встретился наверное, со Сталиным и с Лениным. Почему именно с ними? Потому что эти люди, как бы их ни критиковали, они внесли огромный вклад в развитие страны. Может быть, развитие было не тем самым развитием, которое многие люди хотели бы увидеть, но, тем не менее, факт остается фактом, развитие было. Да, сквозь репрессии, сквозь какие-то гонения. Но мне бы хотелось именно послушать, что они думают вообще о стране, о развитии, об экономике, о других странах. Вот. Несмотря на то, что был железный занавес, я уверен, что у этих людей было как минимум уважительное отношение к своим соседям. Вы бы хотели стать министром образования? Скорее нет, чем да. Почему? Если говорить на чистоту, для того, чтобы стать министром, нужно больше, чем просто связи. Я имею в виду хорошим министром. И это большая ответственность, в первую очередь. В данный момент у меня нет таких навыков. Даже если бы мне предложили, я, скорее всего, отказался. Потому что я сам по себе очень ответственный человек. И нравственный очень. И, к сожалению, примеров очень много. Сами можете посмотреть в интернете, как те или иные министры ведут себя на публике, какие они высказывания позволяют себе. Естественно, кого-то увольняют, кого-то двигают на другую должность, но я бы не хотел стать таким министром. Наверное, министром должен стать тот человек, который в этой сфере проработал с самых азов, чтобы он увидел, какие есть на самом деле проблемы, и, будучи министром, имея рычаги управления, имея финансы, имея какие-то ресурсы, он смог это исправить. Я так считаю. А в чем главная проблема образования вот для учителя, например? Главная проблема образования, конечно же, это зарплата.
что уж говорить. Даже если мы берем западные страны, да, где зарплата учителей в десятки раз выше, чем в России, даже там их зарплата считается низкой. Наверное, нужно пересмотреть это тем или иным образом. Я, к сожалению, не министр, не могу давать такие вот откровенные советы, но если зарплата будет немножко лучше, то появится много молодых кадров, которые действительно с энтузиазмом будут относиться к своей работе. Другая проблема – это привязанность к учебникам и бюрократия. Это вот заполнение журналов, бумаг и так далее, это очень сильно демотивирует учителей. От этого нужно потихоньку отходить. Либо в электронный вид, в электронном виде это все делать, либо как-то оптимизировать этот процесс. Еще, конечно, учителя должны хотя бы раз или раз в неделю или раз в 2 недели показывать именно уникальные уроки, отрываться от учебников. Потому что учебникам информация быстро устаревает. И привязываясь к этому, устаревает и информация в голове учителя. А учитель должен быть передовым. Вы учитель английского языка, и поэтому, наверное, в тему будет спросить насчет татарского языка. Как вот учить язык вообще, в принципе? Учить язык – это в первую очередь практиковать его. Сам человек выучить язык сможет, но через такую лень он должен преодолеть. В любом языке важна в первую очередь методика именно самого учителя, чтобы он интересно преподнес, чтобы он дал живые примеры. Во-вторых, это хороший материал. Это может быть тот же самый учебник, хотя я уже говорил, что к учебнику привязываться не следует, но он может стать хорошим подспорьем. И в-третьих, это, конечно же, задание, которое дает учитель. Если дать креативное задание, как я уже говорил, вот, например, снять видеоролик новостной, это же вообще мега круто. То есть, если учителя татарского дадут задание, а снимите вы новостной ролик на татарском языке, то это же намного лучше, чем давайте сделаем 5 упражнений на сингармонизм закона, да? Например. Это же намного интереснее. Мой самый главный совет, уважаемые выпускники, абитуриенты, пробуйте себя в разных направлениях. Даже если вам кажется, что это очень глупо и неперспективно, попробуйте. Если вам это не понравится, зато вы получите хороший опыт. Вот как в моем случае. Я всегда думал, что учительство это что-то такое посредственное, неинтересное и вообще маленькая зарплата, что-то вообще туда, зачем туда вообще идти. Но попробовав, а попробовал я это уже поздно, я считаю, уже на 5 курсе, я понял, что в этом есть своя изюминка, в этом есть своя радость. Также и у вас. Если у вас есть какое-то хобби, попробуйте его каким-нибудь образом монетизировать. Если есть какая-то награда за ваши труды, это будет самым ценным мотиватором в вашей жизни. Попробуйте себя в разных направлениях. Найдите для себя несколько хобби. Не только тем, что вы, допустим, постоянно занимаетесь. Что-то новое. И будьте креативными.